Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире абхазского телевидения программа «Тет-а-тет», в которой наши собеседники обычно дают оценки различных общественно-политических процессов, предлагают пути решения общественно значимых проблем. Сегодня такой разговор у нас состоится с аналитиком, общественным деятелем Лейлой Таня. Здравствуйте, Лейла. Здравствуйте. Благодарю, Лейла, что пришли к нам на эфир. И сразу же хочу задать вам первый вопрос. Как бы вы оценили текущую обстановку общественно-политическую в нашей стране? Каковы особенности предвыборного периода и какие, на ваш взгляд, первоочередные задачи необходимо решить для того, чтобы наши выборы прошли спокойно и так, как должны пройти? Ну, конечно, все понимают, что главный запрос нашего общества, в том числе и касательно выборов, это запрос на стабильность и запрос на справедливость. Поэтому очень многие акценты, которые вот сегодня делаются и политиками, и экспертами, и просто обычными избирателями, очень много дискуссий в социальных сетях, все они посвящены как раз вот обсуждению механизмов достижения вот этих двух таких вот важнейших вещей в нашей жизни. И в этом смысле, конечно, самый такой вот острый вопрос, на мой взгляд, и не только на мой взгляд на сегодня, это вопрос второго тура или так называемая 19-я статья, в которой самым спорным моментом является вопрос подсчета голосов. Но мы видели по прошлым выборам, насколько разделились мнения. И, в принципе, рисковать, конечно, вот на новых выборах тем, что мнения могут очень критически расходиться, и это может дестабилизировать. Уважаемые телезрители, мы просим прощения за то, что прервался наш эфир по техническим причинам. Уважаемая Лейла, тоже просим прощения. Давайте продолжим наш разговор. Вы затронули важную тему о том, что нужно сделать для того, чтобы выборы прошли спокойно, чтобы не было разделений, различных трактовок того, как эти выборы состоялись, не состоялись, прошли, не прошли, кто прошел, кто победил, кто нет. Ну, понятно, что ключевой вопрос здесь это вопрос подсчета голосов. Поэтому вот мы наблюдали прошедшую сессию парламента, когда депутаты не смогли прийти к единому мнению. Хочется все-таки надеяться на то, что парламент примет окончательное решение и выдаст
единый, очень четкий, не как бы предполагающий какого-то неоднозначного толкования результат. И, как мы знаем, самой спорной статьей, самым спорным таким моментом был именно момент, касающийся судьбы, так скажем, судьбы голосов, которые были отданы против всех. Но вообще есть мнение, что вообще как бы не стоит такую позицию включать в бюллетень. Но мне кажется, эта позиция важная. Она интересна не только с точки зрения вообще вот анализа как бы общей ситуации, она важна с точки зрения того, что это не пассивные избиратели, которые голосуют против всех. Пассивный избиратель просто не приходит на выборы и, в общем-то, может быть даже равнодушен к выборам. А люди, которые пришли и проголосовали против всех, это очень четкая и ясная позиция, и это сигнал. Ну что вы думаете, должно быть отражено в этой статье, в 19-й вот этой статье, не хочу сказать злополучной, но вокруг которой ведется много споров? Ну вот я считаю, что в данном случае не хотела бы навязывать как бы свое мнение, все-таки в итоге решение будет принимать парламент. Мне кажется, что нужно учитывать этот пункт о голосах против всех, и действительно он дает дополнительную картину того, насколько легитимен выбранный президент, если разрыв голосов минимален. Мы же понимаем, что если кандидат в президенты выигрывает с большим отрывом, то эта графа, она, в общем-то, не меняет картину. А вот если очень маленький отрыв, сразу возникают какие-то дополнительные вопросы, возникают дискуссии о том, насколько там честно прошли выборы и так далее. Вот для того, чтобы подстраховаться от таких моментов спорных, я думаю, что все-таки эта графа должна учитываться в подсчете как показатель общего количества голосов, которые поданы против кандидата. То есть вы считаете, и в первом и во втором туре должна быть эта графа против всех? Да, и в первом туре должна быть, и во втором туре она также должна быть и должна учитываться при подсчете. Ну, об этих поправках очень много говорили, очень много дискутировали, до сих пор будут продолжать парламентарии думать на эту тему, да, думать об этом законе и вносить какие-то поправки, возможно. Но я бы хотела немножко поговорить о том, что может быть более показательно с точки зрения избирателя, да, о программах кандидатов. Могли бы вы сказать, что вы ждете от программ, что в них должно быть включено? Можете ли вы оценить программу, которая была ранее, вот у Аслана Бжания программа, что бы вы могли о ней сказать? Понимаете, во многих программах есть декларации, есть намерения, но не бывает, ну, очень редко, по крайней мере, прописанным механизмом того, что нужно сделать, вернее, нужно сделать и как этого достичь. Вот могли бы сказать об этом? Ну, дело в том, что еще вот на данном этапе программы официально не представлены, но мы можем судить по тем программам, которые были представлены на прошлых выборах. Ну, в частности, мы знаем, что программа Квицини Алхаса была основана, по его словам, на программе Аслана Бжания. Кроме того, мы помним прописанные программы у Астамура Тарба, были также в такой тезисной форме также озвучены позиции других кандидатов. Ну, что можно сказать об этих программах? В первую очередь, конечно, в них очень много общего. Видно, что в принципе есть некий такой консенсус в том, какие направления разные кандидаты считают такими локомотивными, важными. Чаще всего озвучивают туризм, чаще всего озвучивают агропромышленный комплекс, ну и так далее. Кроме того, общим, конечно, таким местом позиции большинства кандидатов, по крайней мере в прошлом, было то, что почти все они говорили о необходимости антикоррупционных инициатив, включая законодательные.
Вот. Ну, мы с вами вот буквально на днях видели, что был принят в окончательном чтении закон о декларировании доходов и расходов, о имущественных вопросах. В принципе, отношусь к этому положительно, хотя, конечно, хочется какой-то очень развернутый такой вот подход в плане антикоррупционной деятельности, где были бы отражены еще другие не менее важные пункты. Кстати, вот в программе Алхаса Квициния был вот такой пункт, как конфликт интересов и недопущение близких родственников для занятия государственных должностей. Мне кажется, что вот в будущем, когда закон будет совершенствоваться, все-таки это очень важные позиции, как конфликт интересов. Потом, вы знаете, в международных документах, кстати, в той же Конвенции ООН против коррупции и Европейской конвенции против коррупции, там отмечается еще один момент – это создание неоправданных преимуществ кому-либо. Вот. То есть это тоже такая интересная статья. Я думаю, мы в Абхазии все прекрасно знаем, с чем это связано, и что действительно мы часто видим, когда люди, которые заслуживают в большей степени занятия той или иной должности, не получают ее. А люди, которые выглядят довольно слабо с профессиональной точки зрения, ну, по каким-то непонятным, хотя мы можем догадываться очень часто, мотивам они занимают эти должности. То есть я считаю, что вот тот факт, что в программах и во всяком случае в каких-то публичных высказываниях многих политиков, в том числе и тех, кто, видимо, будет баллотироваться, этот момент озвучивается, это, я считаю, позитивный момент. И, кстати говоря, вот тот факт, что вообще публично озвучивается эта сама проблематика борьбы с коррупцией, это способствует еще одному важному механизму. То есть создание негативного общественного мнения по отношению к коррупции. То есть это такой вот информационно, даже образовательный подход, который вот в европейских странах, например, в начальных классах, не говоря уже об университетских курсах, преподаются вот такие курсы антикоррупционного образования. То есть нам важно вырастить такого гражданина, который будет понимать, что для государства, для народа в целом выгоднее и эффективнее быть честным. Вы сказали о том, что, вернее, принят закон о декларировании доходов. Возможно, там он кому-то нравится, кому-то не нравится. Там говорили о том, что нужно список родственников, которые должны декларировать свои доходы, тоже нужно как бы увеличивать, но как-то это не прошло. Что вы думаете должно быть следующим шагом в принятии вот этого пакета антикоррупционного законодательства? Ну, я вот частично озвучила. Я думаю, что надо включать туда и другие статьи Конвенции ООН. Например, статья Конвенции номер 7, там, где вот механизм ротации прописан как антикоррупционный механизм. Тоже статья 12, где прописано о конфликте интересов. Там есть очень много таких подходов, которые очень важны. И, кстати, вот этот подход – неправомерное создание преимуществ. Это очень абхазский подход. Ну, не буду его расшифровывать, думаю, все прекрасно понимают, когда для вот таких действий большое значение имеет вот и наличие кланов, к сожалению, которые у нас есть, каких-то корпоративных групп. Не обязательно это родственные группы, но вот такие корпоративные кланы, группы, финансовые какие-то сообщества, которые объединяются теперь уже не только по родственным принципам. Простите, то есть вот это все должно иметься в виду, конечно. Вы сказали о том, что ознакомились с программами кандидатов на прошлых выборах. Могли бы вы сказать о том, что отличает эти программы? Вы сказали более конкретно о программе Квициния. Вот что еще привлекло ваше внимание? Что вы думаете, меня, например, развить дальше? Да, меня привлекло внимание, что очень мало говорилось о внешней политике.
Ну, вообще практически вот я не могу вспомнить, чтобы вот как-то, знаете, содержательно, предметно, хотя бы в тезисной форме было сказано. Но вот единственный кандидат, который заострил внимание на очень важной такой внешнеполитической позиции абхазского государства, это, я имею в виду, преступление со стороны Грузии, которое она совершила, и которое мы обозначаем как геноцид, и вытекающая из этого преступления необходимость компенсации ущерба, вот об этом говорила Стамуртарба. Но вот я не знаю, мне бы хотелось порекомендовать, чтобы вот на новых выборах все-таки больше внимания уделяли вопросу внешней политики. Мы можем по-разному оценивать ее роль в жизни нашего государства, как малого государства. С моей точки зрения, локомотивом для малого государства, тем более находящегося, как мы, в изоляции, является как раз внешняя политика. И вот хотелось бы, чтобы более предметно будущие кандидаты президента об этом говорили. Вы являетесь конфликтологом, и мы довольно много говорили с вами о внешней политике. Хотелось бы узнать, что вы думаете об абхазо-грузинском диалоге и сотрудничестве. Тема возникла не так давно, когда ряд абхазских политиков дали интервью грузинским СМИ. Ну, отреагировали неоднозначно. Кто-то говорил, что почему нет, кто-то говорил, что ни в коем случае нельзя. Вот вы, как конфликтолог, как вы считаете, как нужно говорить с Грузией? Нужно ли вообще говорить с Грузией? И, может быть, в каком формате все это должно происходить? На самом деле тема довольно дискуссионная, и, откровенно говоря, она дискуссионная, ну, по крайней мере, 20 лет, это точно. Очень есть такие довольно серьезные дискуссии по этой теме, были и много лет назад, и, видите, она сейчас тоже возобновилась. И чем вот я лично объясняю такой общественный интерес к этой теме, мы видим и по социальным сетям, и по реакциям разных политиков, разных экспертов на эту тему. Это свидетельствует о том, что в нашем обществе понимают, что от Грузии исходит сегодня очень серьезная угроза, если не сказать, что главная угроза вообще и существованию нашего государства, и для развития нашего государства сегодня представляет Грузия вместе с ее политикой. Но вот отвечая на ваш конкретный вопрос, я, например, считаю, что нельзя ставить эти вопросы как-то очень ситуативно. Вот можно давать интервью или нельзя, да, допустим, можно какие-то там встречи провести или нельзя, потому что мы должны отличать какие-то вынужденные контакты, например, контакты по линии Ингургэс, да, от такой генеральной стратегии, понимаете, доминирующей стратегии. И вот здесь я бы хотела обратить внимание, вообще существует такой принцип взаимности. Это принцип межгосударственных отношений, и он, в общем-то, используется всеми государствами, если, конечно, у них есть возможность ответить взаимностью. Вот. Кроме того, принцип используется и в каких-то таких локальных дипломатических ситуациях, и он очень часто использовался и в абхазской политике. И вот для того, чтобы понять, какую стратегию вы должны вообще использовать в отношении Грузии, а я считаю, что все вот эти вопросы, которые вы озвучили, это и возможность грузино-абхазского диалога, там, сотрудничества и так далее. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны для себя определиться, в рамках какой генеральной стратегии осуществляются эти действия. Ну, имеется в виду экономическое сотрудничество, вы понимаете? Любые формы сотрудничества. Ну, вот в том числе экономическое, потому что это тоже прозвучало и стало дискуссионным моментом. Да, кстати, политолог Маркедонов говорил о том, что и Россия не против в связи с тем, что вот транзитные вот эти вот вещи будут, ну, хотят наладить через Абхазию. Вот в этой связи. Но вы знаете как, это тут поднимается целый комплекс вопросов. Но я бы хотела еще раз вот завершить вот эту мысль. Значит, в соответствии с принципом взаимности мы должны определить, что из себя представляет сегодня политика Грузии в отношении Абхазии. Вот в зависимости от того, как мы определяем политику Грузии в отношении Абхазии,
Если мы хотим следовать принципу взаимности, а этому принципу следуют все, в общем-то, респектабельные государства, то, значит, наша политика должна тоже отвечать этому принципу. Кстати, отчасти вот ссылка на этот принцип прозвучала в интервью Алхаса Квицения. Если вы помните, он сказал на таком очень доступном языке, понятном, что вот как Грузия будет к нам относиться, так и мы к ней будем относиться. Но это вот на таком общечеловеческом уровне принцип взаимности тоже, как мы знаем, действует. И он действует в дипломатии. Поэтому вот сегодня важнейший вопрос, на который мы должны ответить, что сегодня представляет из себя политика Грузии в отношении Абхазии. Потому что, ну вот мы видели, были разные действия и разные какие-то инициативы. У нас даже и ветераны ездили в Грузию, говорили, что сейчас изменилось отношение к Грузии и так далее. Вот. Опять же, это были, тоже вызвало большие споры и так далее. Вот. Но если вы считаете, что политика Грузии – это ее мирные инициативы в отношении Абхазии, о которых она говорит, и различные финансовые стимулы, которые она предлагает, потому что разговор идет о том, что там будет предлагаться не только лечение, но и различные кредиты, безвизовая политика в европейские страны и так далее. Если кто-то считает, что это действительно реальная политика сотрудничества со стороны Грузии, значит, они будут отвечать в соответствии с принципом взаимности адекватно своему пониманию. То есть будут рекомендовать политику сотрудничества. Но если, вот я договорю, но если мы считаем, что политика Грузии была в отношении Абхазии, и вообще причина конфликта, причина войны, была осуществленный ею геноцид в отношении коренного абхазского народа. Причем у нас есть постановления парламента и довоенные тоже документы, где политика Грузии именно так квалифицировалась, как геноцид. Причем в наших постановлениях парламента речь идет о системном геноциде, потому что имеется в виду период с 1918 года и, по крайней мере, до окончания войны. Я же со своей стороны вот хочу все-таки обратить внимание на то, я уже об этом говорила, и хочу еще раз обратить на это внимание. Вот то, что происходит сейчас со стороны Грузии в отношении Абхазии, это политика санкций, политика полного блокирования, то есть не только культурных, там, спортивных, экономических контактов, вообще полное блокирование возможностей для развития нашего народа. В данном случае всего многонационального народа. Но мы понимаем, что все-таки системный геноцид, вот как политика, он как бы осуществлялся именно в отношении коренного народа. И именно это и была главная причина конфликта. Да, это тема, конечно, очень, как сказать, остра. И нужно вот стратегические вещи, когда обдумывает государство, исходить, возможно, из самых разных вещей. Например, не работает Женевский формат. Ну, практически не работает. И если как бы продолжать с обеих сторон одну и ту же политику, это какой-то тупик. Вот что вы советуете для того, чтобы, возможно, заработал этот Женевский формат? А давайте посмотрим. Вот знаете, для того, чтобы вот определить для себя, да, если Грузия применяет к нам принудительную политику, принудительную дипломатию, потому что, несмотря на все эти декларации и риторику о том, как нас хотят защищать, и вот мы видели даже на сессии ООН последней, президент Грузии выступила с тем, что необходимо защищать абхазский язык, причем от российской оккупации.
То есть, вы знаете, вот меня даже спросила одна женщина, такая довольно активная избирательница, участник социальных сетей, она настолько была возмущена, вот обычный человек, да, она не политик, но неравнодушный человек. Вот, и она меня даже спросила, ну а как? Она даже вот употребила такое буквально выражение, говорит, это какую наглость надо иметь, чтобы вот так с трибуны ООН свою собственную вину возложить, значит, на другую сторону. То есть вот вор кричит, держи вора, что называется. Вот это ее слова, вот я специально это озвучиваю, чтобы она услышала об этом. А что, говорит, делает сама наша вот страна, наше государство, чтобы пресечь это? Поэтому вот если мы считаем, что генеральная линия Грузии в отношении Абхазии – это принудительная линия, значит, логично вытекает, что и мы должны использовать именно принудительную дипломатию в отношении Грузии. Насколько она эффективна, вы задали мне вопрос. Да. Вот. Для того, чтобы оценить, какая вообще дипломатия эффективнее, дипломатия сотрудничества или принудительная дипломатия. Вот давайте посмотрим, а вообще какие мы дивиденды получили, вот, осуществляя такой вот разные виды дипломатии. Вот я напомню, в 2006 году Кадурское ущелье было оккупировано. Как мы знаем, были введены войска, и Абхазия в знак протеста вышла из переговоров. У Абхазии не было признания, и не было четкой позиции России, что она поддерживает именно независимость Абхазии. Наоборот, обычная официальная позиция была, что поддерживается территориальная целостность Грузии. Тем не менее, если вы помните, тот факт, что Абхазия вообще вышла из переговорного процесса, не выключил ее из международного сотрудничества. Она как бы вот официально отказалась вести переговоры в таких условиях с Грузией. И вот недавно буквально были опять какие-то публикации в связи с планом Штайнмайера в отношении Украины, вспомнили план Штайнмайера в отношении Абхазии. И я хочу напомнить вот реакцию Багапша и тогдашнего президента нашего, и реакцию, кстати, Сергея Шамба в тот период. Не было признания. То есть мы понимаем, что ситуация была для нас более рискованная, более такая вот непредсказуемая. Вот. И, как выяснилось, риски были действительно обоснованные, учитывая начавшиеся потом события в 2008 году. И разговор шел о том, что план Штайнмайера был отвергнут. Причем вот Сергей Багапш сказал такую фразу: в плане предлагалась даже реабилитация. То есть вот германский министр тогда собрал донорские средства от разных стран и предлагал даже реабилитацию вот на каких-то первых этапах. Ну а вот вопрос статуса, как бы это мы будем делать потом. На что Сергей Багапш сказал: никакого отложенного статуса. Я считаю, что вопрос статуса мы должны передвигать на первый план. Мы хотим продвигать независимость Абхазии. Мы хотим вот именно этот вопрос сделать главным для себя. Сергей Шамба в тот период как отреагировал? Он сказал, что нас этот план не устраивает, а просто так вести грузино-абхазский диалог мы не хотим, потому что каждый раз они нарушают все договоренности. И, кстати говоря, договоренности о неприменении силы. То есть вот позиция была такая: вот вы, значит, определенную политику силовую применяете к нам, и мы в ответ применяем силовую политику. С другой стороны, обе эти дипломатии, они, конечно, имели место в нашей практике. И дипломатия вот компромисса, и дипломатия принуждения в разной, правда, степени. В 90-е годы, например, в основе вообще любой дипломатии лежит концепция. Вот от чего вы отталкиваетесь? Если в основе вашей концепции, что причиной конфликта был геноцид, системный геноцид и агрессия Грузии, как попытка, значит, осуществить еще и физический геноцид, вот, то, конечно, это усиливает позиции принудительной
дипломатии. Но все дело было в том, что, например, в 90-е годы у нас не было просто таких возможностей для того, чтобы осуществлять какие-то адекватные меры, и были подписаны соглашения, именно вынужденно подписаны, в том числе соглашения по беженцам, например, да, и целый ряд других соглашений. Я бы хотела, чтобы мы немножко резюмировали вот эту тему, да, дали какое-то небольшое резюме. Что вы предлагаете, должны, например, сделать кандидаты в своих программах или вообще вот, следующая власть, будущая власть, для того, чтобы как-то все-таки продвигать Абхазию на международной арене? Вот что бы вы думали? Во-первых, мы упираемся в недоверие, в тупики, даже какие-то гуманитарные переговоры с Грузией тоже как-то очень двусмысленно воспринимаются. Вот что вы думаете? Ну, во-первых, мне бы очень хотелось, чтобы, конечно, кандидаты в президенты вот дали свое видение. Как они видят генеральную стратегию Абхазии в отношении Грузии, в отношении международного сообщества. Ну, с Россией все понятно. Это наш стратегический партнер, возможности которого мы должны использовать для продвижения своих интересов, точно так же, как мы должны гарантировать и выполнение своих обязательств в рамках стратегического партнерства. И в этом смысле, вот, понимаете, на самом деле в абхазском обществе вообще всегда существовали две таких линии, две важных идеологических линии, которые отражались на дипломатии, которую вело само государство. Эти линии разрабатывали не только политики, эти линии разрабатывали эксперты, участники грузино-абхазского диалога и независимые аналитики. И одна линия заключалась в том, что компромисс с Грузией возможен. Надо работать с Грузией, будем искать компромиссы. И там было очень много разных идей, озвучивалось. То есть была и конституционная модель общего государства, вот известных наших бывших политиков, бывших представителей власти, и прошлое, и позапрошлое. Вот. Были различные модели, которые говорили о том, что общее государство возможно при каких-то условиях, там, допустим, да, если Грузия станет более привлекательной страной. Потом в рамках грузино-абхазского диалога предлагалось, например, выступить Абхазии с идеей, с инициативой, что существенно, компенсации беженцам в обмен на их возвращение. То есть вы считаете, это должно отразиться в программах? Нет, я просто хочу вот подвести к тому, что бы мы хотели услышать в плане того, какой будет генеральный выбор стратегии. И для этого я хочу просто дать информацию, как человек, который давно занимается, 25 лет я занимаюсь этими вопросами. Может быть, у них нет того объема информации, который есть у тех, кто этим вопросом занимается предметно. Вот. Более того, по вопросу беженцев даже предлагалось использовать и собственные средства. Чуть ранее эти люди все были у нас во власти и в прошлое, и в позапрошлое, все эти люди. Вот. Но много раз говорила, крайне невыгодная постановка вопроса, потому что вопрос компенсации беженцам, он связан с вопросом ответственности. Вот кто инициирует компенсации, тем более кто готов платить их, вот тот и фактически является ответственным. То есть он берет на себя ответственность за то, что появились эти беженцы и фактически за войну. Вот такая есть связь. Вот. Это то, что мы получили. Вот, например, МИД при прошлой и позапрошлой власти, когда стало ясно, что вот соглашение о неприменении силы в рамках Женевского формата не получается, Грузия блокирует, МИД даже сделал такое вот заявление, что открывается второй гуманитарный фронт. Такое было заявление громкое. И в рамках этого, значит, подхода планировалось добиваться там возвращения культурных ценностей, добиваться продвижения вопроса абхазских паспортов, там передвижения, различные там гуманитарные какие-то проекты и так далее. С другой стороны, мы
как мне кажется. То есть стратегия сотрудничества использовалась. И об этом, кстати, говорил экс-министр Чирикба в одном из, не так давно было интервью, где он сказал, что да, в отношении Грузии надо использовать стратегию прагматического сотрудничества. Но что под этим подразумевается? Ну, мне понятно, что под этим подразумевается, но хотелось бы, чтобы избиратели поняли, что под этим подразумевается, какие проекты и так далее. Потому что из экономического сотрудничества, например, из транзитного, Грузия как государство нас выключила. Благодаря вот российско-грузинскому договору по мониторингу товаров. Грузинские официальные власти постоянно шантажируют Россию именно этим фактом, что Абхазия для них не существует в этом договоре, но тем не менее речь идет о мониторинге товаров через нашу территорию. То есть фактически нарушен вот наш внешний суверенитет. Хочу напомнить, что в тот период многие, значит, некоторые эксперты, и что самое интересное, вот официальные наша власть официальная, кстати, нам говорили о том, что очень хорошее соглашение, такие перспективы перед нами открывают и так далее, что нет никаких рисков. И что мы видим сегодня? Грузия благодаря этому соглашению держит ключ от транзита. И этот ключ она не дает не только нам, она и России его не дает. А для России транзит очень важен. Поэтому вот оценивая все вот эти варианты, на мой взгляд, я об этом говорила много раз, я считаю, более эффективной является принудительная стратегия. То есть стратегия, которая подразумевает, что вряд ли мы дождемся добровольного мирного договора и добровольного признания независимости. Об этом говорит и логика, знание вообще интересов Грузии как страны, ну и наш исторический опыт, конечно. И поэтому принудительное признание независимости Абхазии со стороны Грузии – это более эффективный подход, который основывается на той правовой доктрине, которая у нас была создана и национально-освободительным движением Абхазии, абхазского народа, и теми правовыми актами, о которых я говорила, это и геноцид, и агрессия, и так далее. Вот. Поэтому интересно было бы очень послушать вот, в дискуссиях, на дебатах, вот, что думают об этом наши кандидаты. Кстати, хочу сказать, что вот мы подготовили большой аналитический обзор на эту тему, и я вот хочу сказать, обратить просто на это внимание. Вот моя претензия, например, к нынешней власти, в чем бывшей, вот, ушедшей власти, в чем заключается, что она нарушила преемственность вообще вот национально-освободительного движения, его ценностей. И вот в современной политике нашей международной мы потеряли вообще вот эти главные аргументы. И точно такой же аргумент, наверное, многие помнят, я предъявляла, в общем-то, и МИДу времен Анкваба. Кстати, он был тот же самый и при Хаджибе, один и тот же МИД, и политика была фактически одна и та же. Немножечко пошли вот сейчас какие-то изменения. Приковы, по крайней мере, он стал собирать разные идеи, по крайней мере, как-то он не блокировал своих оппонентов и так далее. Поэтому вот я считаю, что эта дискуссия была бы очень важна для нас. Мы в конце концов должны выбрать для себя генеральную линию, должны определить для себя, с чем мы выходим в мир. И это будет иметь, кстати, и политический, и экономический эффект. Вот как раз об этом я хотела сказать. Если нам тяжело, допустим, выходить на мировую арену там, в силу объективных причин, в силу того, что мы находимся в такой ситуации, что нас блокирует Грузия и прочее, прочее, то почему получается так, что и внутри здесь у нас не совсем хорошо, да? Почему вот в последнее время вот власть митингов усилилась? Почему именно таким способом регулировать
регулируются различные проблемы в государстве. Вот как вы думаете, взаимосвязаны ли эти вещи? Абсолютно взаимосвязаны, с моей точки зрения. Понятное дело, что есть необходимость проведения внутренних реформ, однозначно. То есть наведение порядка в правоохранительной сфере, проведение реформ, связанных с борьбой с коррупцией, экономические какие-то вопросы. Вот очень много споров по поводу законов в налоговой сфере. То есть это все понятно, вообще не обсуждается. Это как бы аксиома, понимаете? Но когда ваша страна находится вот в такой жесточайшей изоляции, это практически требования со стороны Грузии, они фактически напоминают требования вообще о резервации. Когда преследуется любой человек из Абхазии с абхазским паспортом или даже с российским паспортом, но человек из Абхазии, преследуется тотально на всех уровнях. Не только отдельные граждане, у нас и общественные организации, там, допустим, торгово-промышленная палата, спортсмены. Это принимает форму просто тотального такого вот создания каких-то тотальных условий для того, чтобы народ не развивался. Поэтому, если мы оцениваем вот эту нынешнюю политику санкций международных как геноцид, то естественным правовым следствием этого должно быть вот именно вопрос о компенсации ущерба за санкции и плюс компенсация ущерба за прошедшую войну. Там есть еще определенные нюансы, но это вот не в этой аудитории, есть еще очень интересные моменты в вопросе компенсации ущерба. То есть там надо считать и упущенную выгоду, и компенсацию ущерба за этнодемографический ущерб, потому что вот я уже говорила о том, что то, что у нас происходит вообще с нашей молодежью, да, и в целом вообще с такой депрессивной ситуацией в стране, я имею в виду психологическую вообще обстановку, какую-то многие говорят, что теряются ценности и так далее. Но вы понимаете, это признаки тяжелейшего вообще этнодемографического кризиса. И это результат того, что вас пытаются держать в резервации после системного геноцида. Вот какой народ выдержит вообще вот такие условия? Не безграничны возможности для восстановления у народа. Тем более, что вот мы видим, как железно, целенаправленно все это делается. При этом получается, что мы варимся в собственном соку, как бы не идет какого-то развития, и из-за того, что блокируются все начинания, и из-за этого людям не остается ничего, как... Дело в том, что мы не можем осуществлять реформы, посмотрев на наш бюджет. Вот совсем недавно обсуждали как раз бюджет, и практически мы все пришли к выводу. Понимаете, это бюджет настолько мизерный, что его на выживание не хватает. И показателем этого бюджета являются зарплаты. Вообще можно при таких зарплатах вообще выживать нашим людям? И при таком уровне бедности, конечно, о какой борьбе с коррупцией тоже можно говорить, хотя она необходима, все эти законы необходимы, но параллельно мы должны думать о том, как поднять уровень бедности. И здесь, возвращаясь к тому, вы очень хороший белый вопрос задали, я сама всегда на это акцентирую внимание, как наша внешняя политика может помочь нашей экономике. Но представьте себе, что Куба более 50 лет она находится под санкциями США. И она, во-первых, определила эту политику как геноцид кубинского народа, а во-вторых, она посчитала уже, индексировала, она все время считает ущерб за санкции. И одна из последних цифр – это 1 триллион долларов. Триллион долларов только за санкции. Это понятно, но что добилась Куба в итоге? Какие социальные у нее успехи? Да? Я как могу сказать об люди этом. Во-первых, давайте скажем о том, что у Кубы противник другой, покруче, скажем так. У нас не такой сильный противник. С ним можно справиться, если проводить нормальную, продуманную стратегию. Как мы получили признание России?
которая в 90-е годы была сторонником Грузии. То есть это ведь во многом и работа абхазской дипломатии, и правильно выстроены курсы в отношении России. И в результате мы получили признание. Точно так же работа с международными организациями. Мы очень часто не слышим и не видим сигналы, которые надо, наоборот, очень громко использовать. Вот, например, я приведу такой пример. В 2013 году председателем ОБСЕ был очень известный политик, он был и швейцарским министром иностранных дел, и швейцарским президентом был, мы знаем, у них президент каждый год меняется. Вот. И в качестве председателя ОБСЕ, когда он только заступил на свою должность, в отношении грузино-абхазских вопросов, он сказал, что мы должны определить, что нам делать. Будем ли мы дальше поддерживать, содействовать абхазской государственности, или мы будем содействовать возвращению Абхазии в состав Грузии? Вот это заявление, оно прошло незамеченным у наших официальных властей. Это было до кризиса украинского, когда испортились отношения России и Европы, и Запада в целом. То есть вот что означало это заявление? Вообще, я очень часто замечала со стороны Буркхальтера такие заявления, которые однозначно нейтральные в отношении Абхазии, и в то же время тут есть посыл, то есть есть варианты. Мы можем либо продвигать государственность, либо то есть их нужно не продвигать сигналы и Конечно. Потом сигналы, которые были в 2013-2011 году, например, послы Франции и Америки. Внутри Грузии вообще был скандал. Посла Франции заставили извиниться за свои слова. Посол Америки не извинился. Но оба они сказали, в общем-то, одну и ту же вещь, что Грузия должна вообще подумать о своих ошибках перед Абхазией и Южной Осетией и даже извиниться за эти ошибки. То есть контекст вины Грузии перед Абхазией, ничего этого мы не замечали. Мы были заняты открытием второго гуманитарного фронта, так образно говоря. Поэтому, когда я говорю, что мы должны поставить в качестве основного вопроса, даже на женевских дискуссиях, что значит принудительная дипломатия, мы должны так же, как Косово, поставить условия. Например, Косово поставило условие, что Сербия, которая не подписывает с ней мирный договор и которая не признает Косово, обязуется не препятствовать продвижению Косово в Европейский Союз, но и в целом международные структуры. Вот такое же условие Абхазия могла бы поставить перед Грузией. И я думаю, что Россия поддержала бы. Грузия должна дать обязательства, потому что то, что она делает сегодня, эта политика полных санкций, просто жесточайших санкций, это геноцид. Поддерживает ли международное сообщество политику Грузии в отношении Абхазии, которая заключается именно характеризуется как геноцид. Второй вопрос, который там следует ставить, это вопрос компенсации ущерба. Если мы даже минимально оценим ущерб по ценам, по оценке 1995 года, как у нас правительственная комиссия оценила, она оценила 11,3 миллиарда долларов в тех ценах. И это если просто конвертировать, это уже 700 миллиардов долларов. И мы знаем, что сегодня единственная страна, которая нас поддерживает, это Россия. И она выделила за 10 лет порядка 45 миллиардов долларов. То есть мы можем совершенно четко видеть, что, во-первых, почему Россия должна только финансово помогать Абхазии, почему мы не требуем компенсации с тех, кто является международным преступником Грузии, и тех, кто ей покровительствует со стороны международного сообщества. Поэтому я думаю, что мы могли бы подумать о том, как организовать донорский диалог. И, кстати, Россия могла бы выступить инициатором такого донорского диалога. Напомню, что Путин говорил о том совсем недавно, что он очень удивлен, что правозащитники вообще не поднимают вопрос геноцида абхазов.
Абхазии и об Осетии тоже говорилось. Лейла, давайте мы немножечко так закольцуем нашу беседу. Я хотела бы вновь спросить, вот говоря о текущем моменте, насколько вы считаете он важен, да? Насколько Абхазия сейчас стоит перед той гранью, когда может либо начать поступательное развитие вперед, либо совсем затормозиться и, не дай бог, там, потерять все, что было достигнуто за это время. Вот как вы считаете, что может помочь этого не допустить? Вы знаете, вообще я оцениваю все последние 10 лет, включая даже нынешний момент, как вообще время возможностей для Абхазии. Я не знаю вообще за последние 100 лет, когда у нас были такие возможности. И в первую очередь это, конечно, связано с тем, что нас поддерживает очень значимый глобальный игрок, член Совета Безопасности Россия. Я упомяну вот даже тот факт, что нас не допускают на заседание ООН. Все-таки я считаю, что это связано с неверно выбранной стратегией. Например, Косово участвовало даже на заседаниях Совета Безопасности ООН. Если я не ошибаюсь, это было 2-3 года назад. И Россия, которая обладает правом вето, не воспользовалась правом вето, то есть дали возможность Косово выступить. Кроме того, Косово очень активно участвует на других площадках и вступила вообще практически во все международные организации. В Абхазии время возможностей. Говорите, как воспользоваться этими возможностями. Связано с тем, что мы даже перед нашим стратегическим союзником мы не ставим те вопросы, которые имеют стратегическое значение. В основном речь идет о каких-то текущих делах, там, о финансировании и так далее. Даже вопросы финансирования мы ведь не ставим перед Россией, не показываем ей ситуацию в той степени, в какой она является на самом деле. Сегодня эта проблема огромная. Народ стоит на грани действительно исчезновения. Я уверена, что все-таки в России есть люди, которые адекватно оценивают ситуацию. Здесь это не просто равнодушные чиновники. И мы видели это по выступлению Путина, который обозначил нашу ситуацию как геноцид. Поэтому, я считаю, должен быть продуман план, скоординированный, тем более у нас есть механизм меморандума скоординированной политики, где Россия и Абхазия выстроят сценарий действий, для того, чтобы Абхазия смогла добиться более существенных результатов. И я думаю, что здесь должен быть не только сценарий текущий, но и долгосрочный. И вот этот долгосрочный сценарий связан с тем, вот какую вообще модель Абхазии видят наши кандидаты. Вот вернемся к ним. Вот. Хотелось бы услышать и об этом, потому что, понимаете, совершенно ясно, что вот та модель, которая существует на сегодня, а на сегодня у нас, что мы имеем на сегодня? Это провинциальная такая туристическая деревня, абсолютно неконкурентоспособная, и которая в силу политики Грузии не может быть конкурентоспособна. У нас даже аэропорт не работает. Вот. Я уже не говорю о том, чтобы мы получили в бюджет конкретные большие суммы, чтобы разруху нашу ликвидировать. Но здесь еще другой момент. Мы не сможем вот при такой постановке вообще вопроса о том, какую модель государства мы строим, сохранить суверенитет. Поэтому мы должны выходить на уровень позиционирования Абхазии как регионального актора. И здесь есть целый ряд предложений, международных инициатив. Планку надо поднимать, позиционирование Абхазии в мире, и тем более в том регионе, где мы живем. И мы имеем на это право. Как самый уязвимый народ, малое государство в регионе, мы должны предложить свою концепцию и безопасности региона, и концепцию развития региона, которая не угрожала бы нам. Диалог с Грузией сегодня абсолютно бессмысленный. Это не просто трата времени, это просто упущенная инициатива, я так считаю. Мы должны выступать с активной наступательной инициативой.
Лейла, мы поняли вашу точку зрения. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Уважаемые телезрители, я напомню, что в программе «Тет-а-тет» принимала участие аналитик и общественный деятель Лейла Таня. Французский классик сказал, лучшее государственное устройство для любого народа – это то, которое сохраняет его как целое. Этот важный постулат, думается, всегда надо держать в уме, когда речь идет о строительстве и развитии нашей страны. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До встречи в эфире.